Национальный альянс Таджикистана назвал расправу в Бадахшане геноцидом. В районе Дусти похоронили убитого на границе пограничника, власти молчат о его смерти. А внешний торговый оборот Таджикистана по итогам 5 месяцев этого года составил более 2 миллиардов 700 миллионов долларов. НАТО обсуждает поставку тяжелого вооружения Киеву. Национальный альянс Таджикистана в своем заявлении назвал геноцидом притеснение, травлю, незаконные задержания, пытки, длительные необоснованные тюремные сроки, убийства и внесудебные казни, которые учинил в Бадахшане режим Рахмона. Оппозиционный альянс, потребовав в кратчайшие сроки вывести карательные силы из ГБАУ, и уточнил, что режим своими действиями сеет семена ненависти и раздора между частями таджикского общества и закладывает мину под будущее страны, провоцируя будущее потрясение, которое ударит по всему обществу и по всей стране. Список преступлений режима перед народом растет. Это произвольное задержание Толиба Аимбекова, Мунавара Шанбеева и других бадахшанских активистов гражданского общества. Это гонение на членов комиссии 44. Их аресты, в частности, арест молодого адвоката из Хорога, бывшего самовыдвиженца на президентских выборах 2020 года Фарамуза Эргашева. Это убийство при сомнительных обстоятельствах Хурсанда Мазорова, Зоира Раджабова. Это задержание по подложному поводу Муслима Ширзамонова, который приходится братом заместителя председателя НАТ Алима Ширзамонова. Это длительные сроки заключения против лидеров общественного мнения в Бадахшане, пытки в их отношении, говорится в заявлении НАТ. Утром 15 июня состоялись похороны таджикского пограничника, убитого в результате очередной перестрелки на границе с Кыргызстаном 14 июня. Муратбек Махматкулов, уроженец района Дусти Хатлонской области, погиб за 4 месяца до окончания срока службы. По словам председателя Джамуата Навзамин района Дусти Хатлонской области, 26-летний Муратбек Махматкулов проживал в селе Умет. Его тело утром 15 июня доставили на малую родину и сразу же похоронили. Это второй пограничник родом из района Дусти, застреленный кыргызскими солдатами. А в апреле этого года другой уроженец района Дусти, 27-летний Зоир Саидумаров, в результате перестрелки на таджикско-кыргызской границе получил огнестрельное ранение живота и груди и скончался в больнице. Пограничники Кыргызстана заявили, что в ходе вооруженного инцидента 14 июня пострадавших среди кыргызских военнослужащих нет, сообщения о раненых также не поступало. Вечером 14 июня МИД Таджикистана прокомментировал вооруженный инцидент на границе с Кыргызстаном и возложил ответственность на кыргызскую сторону, потребовав принять меры по недопущению подобных инцидентов в будущем. Однако об убитом таджикском пограничнике Махматкулове в заявлении не сказано ни слова. Другие ведомства Таджикистана также молчат о смерти Махматкулова. Внешний торговый оборот Республики Таджикистан по итогам 5 месяцев этого года составил 2 миллиарда 735 миллионов 900 тысяч долларов. Этот показатель на 4,4% или на 115 миллионов 100 тысяч долларов больше, чем годом ранее. По данным ведомства экономического блока страны, торговый баланс сложился отрицательный и составил 1 миллиард 39 миллионов 500 тысяч долларов. Экспорт товаров за этот период составил 848 миллионов 200 тысяч долларов при снижении на 25% или на 283 миллиона 300 тысяч долларов. Импорт же составил 1 миллиард 887 миллионов 700 тысяч долларов при росте на 26,7% или на 398 миллионов 400 тысяч долларов. Основными торговыми партнерами страны являются Россия, Казахстан и Китай. Сопротивление украинцев на Востоке полностью зависит от поставок тяжелых вооружений. Об этом заявил в Гааге генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам переговоров с главами правительства Нидерландов, Бельгии, Дании, Польши, Румынии, Португалии и Латвии. Неформальная встреча прошла в преддверии очередного заседания контактной группы по оказанию военной помощи Украине под эгидой США. В своем выступлении польский премьер Матеуш Моравецкий сказал, что Запад делает недостаточно для поддержки Украины. «Я прошу вас обеспечить Киев оружием, артиллерийскими системами. Украинцам это нужно для защиты своей страны, для защиты территориальной целостности и суверенитета. Если Украина проиграет войну, доверие к нам будет подорвано. Разве можно представить, что Украина терпит поражение, а мы просто возвращаемся к обычным делам? Надеюсь, что нет», — сказал Матеуш.